Тем делегации Армении. Господин модератор, уважаемые коллеги, дамы и господа, в Республике Таджикистан создана очень крепкая правовая база для защиты журналистов, их прав. И в 2012 году из Уголовного кодекса Республики были исключены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за клевету и оскорбление. И в настоящее время эти деяния не являются преступлением. Они решаются в гражданском порядке. Кроме того, в статье 162 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за воспрепятствие законной профессиональной деятельности журналиста. Однако при рассмотрении вопроса со свободой СМИ и защиты журналистов мы прежде всего исходим только из позиции прав и свобод журналиста. Тем самым упускаем другую ее сторону, их обязанности и ответственности. Мы думаем, что только комплексное рассмотрение этих вопросов способствует реальному обеспечению безопасности журналистов. Это является важнейшей гарантией для журналистов. Поэтому следует всем нам, государственным и международным структурам, подходить к этим вопросам комплексно, объективно и беспристрастно. Я хочу также отметить, что для примера не надо ходить далеко. Здесь прозвучали мысли о том, что якобы в Таджикистане преследуют журналистов. Выступала Хумайру Бахтер, представитель организации «Европейский диалог». Якобы ему оказали давление, преследовали его. Я скажу, что никакого давления в отношении него не было. Если было бы преследование, у нее взяли бы подписку о невъезде, она не могла свободно приехать в Европу. Когда она приехала в Европу с целью, чтобы здесь получить статус беженца, она опубликовала несколько статей, призывающие к экстремистического характера, призывающих к свержению власти, чтобы получить статус беженца в европейских странах. Это делают многие из них. Для них всякие средства хороши для получения результата. Поэтому, если бы было такое в отношении их родителей, тоже ничего нет. Его отец является учителем в Шахринавском районе, нормально, свободно сейчас работает. И тоже здесь прозвучала мысль, якобы полицейский его по телефону пригласил, чтобы вернуться в Таджикистан, поскольку в отношении ее возбуждено уголовное дело. Уважаемые коллеги, надо быть настолько наивным полицейским, чтобы по телефону пригласить его приехать, чтобы его закрыли. Надо было что-то правдоподобное придумать. Еще в отношении господина Варки, он подтверждает, что 83 журналиста были убиты представителем Эмомали Рахмона. Уважаемый господин Варки, тогда не было Рахмона у власти, когда началась гражданская война. Надо иметь немножко совести. Рахмон, когда пришел к власти и остановил гражданскую войну, уже были убиты столько людей. Поэтому и в отношении других журналистов, Яков Махмадали Хаид когда-то был журналистом, и сейчас пишет статьи. Я тоже пишу статьи, я же не журналист. Если так будем говорить, тогда Отахона Латифи, бывшего спецкорреспондента газеты «Правды», первой газеты СССР, убили представители партии Исламского Возрождения. И они уже осуждены, эти известные эти люди, которые были боевиками партии Исламского Возрождения. Они сами знают же это. И другие такие факты. Поэтому я призываю моих коллег подходить к этим вопросам очень объективно, комплексно и беспристрастно. Спасибо за внимание. Спасибо.